3 июля на ринг выйдет еще одна звезда олимпийского бокса – Альберт Батыргазиев. Нагаец по национальности, он переехал с родителями из Дагестана в Нижневартовск. Занимался в детстве восточными единоборствами и кикбоксингом. Мама Альберта работала воспитателем, папа – пожарным. А сам он мечтал об олимпийском золоте. Ранее в этом году он уже завоевал путевку на Токийские игры, которые в 2020 году не состоятся. 3 июля Альберт дебютирует на профессиональном ринге. В бою за пояс WBA Asia промоутеры планировали свести его с Ваграмом Варданяном. Но боксер из Латвии не может въехать на территорию нашей страны. И на московском турнире его заменит Армен Атаев, левша из Кисловодска, который из 7 боев проиграл только 1. Альберт, у тебя уникальная ситуация была. Ты готовился к выступлению на Олимпийских играх в Токио. Это по любителям. Потом планировал выступить еще, точнее, до Олимпиады планировал выступить в профессионалах. Затем выступить по любителям на Олимпийских играх. Но все поломалось. У нас вопрос. Будущее в любителях все закрыто? Нет, ни в коем случае. Как бы олимпийский бокс в силе, и как бы я иду за своей мечтой, и я надеюсь, она осуществится. А вообще сложно перестраиваться? То есть ты был кикбоксером, потом любительский бокс, теперь профессионалы. Тяжело переключаться? Не скажу, что легко, но как бы и в каждом виде спорта есть свои плюсы, как бы что-то можно взять оттуда для себя, для того, чтобы это может тебе помочь, пригодиться в другом. Все-таки по любителям, вот интересно, какое будущее? Где мы тебя увидим? Сейчас можно боксировать там и там, убрали ограничения, как бы посмотрим, время покажет, не будем загадывать. То есть мы с уверенностью можем сказать, что Альберта Батыргазиева мы увидим на Олимпийских играх. Ну, по крайней мере, ты будешь стараться. Да. Альберт, про твой стиль. Вот конкретно, знаешь, тебя называют боксером-стайером, а не спринтером. Нам интересно, не станешь ли ты заложником вот такой тактики, холодного расчета, что нужно обязательно работать на очки. Как ты сам к этому относишься? Мне нравится бокс Мухаммеда Али, как он работал на очки. Он показывал красивый бокс. Я вот за такой же бокс, так скажем. Думаю, лучше будет выиграть по очкам, чем кому-то сделать. Красиво, да? Да. Ну, это пример хороший для подражания, я Интеллектуальный считаю. стиль. Интеллектуальный стиль, Мухаммед Али. Альберт, ты готов сражаться в соцсетях с соперником? Нет, мне нравится высказывание Мэнни Пакьяо. Кто будет вести себя смиренно, тот будет возвышен. А кто будет себя возвышать, тот будет унижен. Вот где у него бой был с Тимоти Брэдли. Тимоти Брэдли ему сказал, что пришло мое время, как бы без обид. А Мэнни Пакьяо показал всему миру, что в 40 лет можно стать чемпионом мира.